Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро. 8 часов, вместе начали, да. 8 часов 7 минут утра в Башкирии. Это «Эхо Москвы» в Уфе, Уфимский разворот. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Дарья Кучеренко со мной в студии сегодня. Звукорежиссер Никита Полянин. Мы в прямом эфире. На Ютубе трансляция также ведется. И смс-сообщения и сообщения в Телеграме и в WhatsApp можете присылать по номеру телефона +7 927 304 10 51. Участвуйте в нашем эфире. Мы сегодня почитаем прессу, не печатную, понятно, о чем писали уфимские информационные сайты в конце прошлой недели и на выходных. Мы поговорим в первой половине дня про судебный процесс над запрещенной, признанной, точнее, в России экстремистской организацией «Свидетели Иеговы». Во второй половине эфира мы обсудим митинги, и у нас по телефону на связи будет вице-мэр Уфы Рустем Газизов, которому мы зададим вопросы по поводу вообще процесса согласования митингов в Уфе. Там произошла непонятная история с одним намечавшимся митингом. Даже с двумя, да. Об этом после 9:30, а пока начнем с обзора прессы. Итак, первый материал. Идель Реалии. Суд в Уфе удовлетворил иск Сидякина и Мурзагулова к Рауфе Рахимовой и обществу «Радио Свободная Европа». «Радио Свобода». Ответчики подают апелляцию. Надо отметить, что это не первый судебный процесс между главой администрации Радия Хабирова Александром Сидякиным и журналистами, что это один из нескольких исков, и какие-то иски, точнее, все он выигрывает, понятное дело. Я имею в виду, что какие-то еще только будут рассматриваться, какие-то уже рассмотрены, какие-то сейчас в процессе рассмотрения. Что касается конкретно этого иска, дело в том, что Рауфа Рахимова, издатель «Про Уфу» и газеты «Бонус», стала героем одного из материалов Идель Реалии. У нее взяли интервью, и она в этом интервью сказала, что Мурзагулов Ростислав и Александр Сидякин якобы оказывают давление на рекламодателей, и поэтому рекламодатели отказываются сотрудничать с «Про Уфу» и газетой «Бонус». Таким образом, издания теряют свою прибыль. И, естественно, Рауфа Рахимова классифицировала это как давление на независимые СМИ. Ростислав Мурзагулов, если кто из наших радиослушателей не знает, это экс-председатель Совета директоров Башинформа, а ныне председатель Общественной палаты. В качестве доказательств в судебном процессе, который освещает Идель Реалии, как участник, да, и как наблюдатель, Рауфа Рахимова хотела, чтобы была приобщена к материалам дела, и предоставила свою переписку с Уралом Кельсинбаевым, это заместитель Александра Сидякина, то есть заместитель главы администрации, и в этой переписке, я ее зачитаю, то есть я не знаю, достоверна она или нет, вот Идель Реалии пишет, что Рауфа Рахимова утверждала, что это была ее переписка в одном из мессенджеров с заместителем руководителя администрации главы РБ Уралом Кельсинбаевым, и якобы вот в этой переписке она ему писала, что рекламные доходы — единственный источник издания, и попросила снять блок. Напомнила, что обещали снять блок. На что якобы Урал Кельсинбаев ответил: не все так быстро происходит, на прошлой неделе руководитель был в командировке. И, соответственно, на основании этого Про Уфу просили отложить процесс, вообще приостановить производство, потому что, якобы это доказывало действительно наличие запрета на размещение рекламы в их СМИ. Меня больше всего удивляет то, что написано в решении суда. Дело в том, что этот документ у нас тоже в редакции есть, да. И там написано, что необходимо опровергнуть эту информацию путем удаления материала. Вот эти интересные формулировки, они встречаются в таких судебных решениях, и у меня вообще возникает вопрос. Скажите, как вообще такие иски, во-первых, рассматриваются, потому что эта фраза была как раз позаимствована. То есть ты считаешь, что нужно было заставить их написать опровержение? Тогда было бы нормальное решение. Дело в формулировках, которые используют в том числе и суд в своем решении. Но это просто какой-то абсурд. Не нужно даже быть юристом для того, чтобы понять, что решение написано просто неграмотно. И к
сожалению, это довольно распространенная практика. Довольно часто встречаются, особенно... И, кстати, подобные же есть, значит, так скажем, ошибки, да, какие-то неточности и в решении суда по делу общества «Эхо МСК» Александра Сидякина и политтехнолога Андрея Потылицына. Я напомню, что там тоже суд встал на сторону Александра Сидякина и потребовал компенсировать моральный вред вместе обществу «Эхо МСК» и политтехнологу Андрею Потылицыну. Еще такой же иск есть только по отношению к журналисту Рамилю Рахматову, тоже касается общества «Эхо МСК». Ну, вот такие дела. Я скажу только, что такой череды исков к средствам массовой информации, по-моему, не помнит никто из журналистов. У нас какое-то прям феерическое их количество. И реально все превращается в то, что из одного суда над коллегами ты ходишь в другой суд над коллегами, а когда-то там сам становишься участником этих судебных исков. Ну, и, к счастью, я пока еще не стала. Здесь можно порадоваться. Я вот такую хочу новость обозреть. Госслужащим Башкирии запретили критиковать власть в соцсетях. Такой указ главы Башкирии от 20 декабря, в такой указ главы Башкирии от 20 декабря были внесены изменения в феврале. Он был опубликован на портале нормативно-правовой информации. Из него следует, что госслужащие при размещении в интернете информации должны воздерживаться от высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности государственных органов и их руководителей, ответственно относиться к размещению информации, в том числе прямо или косвенно указывающей на его должностной статус. Ну и еще не размещать информацию, которая может нанести ущерб его личной репутации или авторитету государственного органа. Тут интересно, конечно, кто определяет, какая информация наносит авторитет госоргану. И еще есть интересный пункт. Я видела, некоторые СМИ написали с таким посылом, что Ради Хабиров запретил чиновникам принимать подарки. Но это не совсем так, а скорее вообще не так. Там какого рода были изменения? Из пункта о запрете на получение чиновникам вознаграждения в связи с исполнением ими должностных обязанностей убрали слова «за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3000 рублей», а также добавили новые условия возможности выкупа госслужащим подарка. Ну, то есть не то, чтобы он совсем не может получать подарки, да, он там теоретически может его выкупить, если это было какое-то протокольное мероприятие или служебная командировка. Вот. Вот такая новость. Что еще интересного? Ну, что касается вот той самой критики, да, мне кажется, скоро запретят депутатам законодательного собрания тоже высказывать свое мнение, потому что это может нанести вред авторитету госсобрания. Ну, я думаю, что Ради Хабиров не может запретить в силу разделения властей в России депутатам законодательного собрания что-то говорить. Это понятно. Но вот принять какой-то внутренний документ, да, какой-нибудь там, знаешь, на комиссии по этике, методичку, точнее, устав того, как можно говорить или нет. Но в целом, конечно, это абсурдно. Ты не подсказывай. Ой, не то, чтобы у нас так много депутатов, которые очень сильно критиковали власть. У нас их там больше 100, а критикуют единицы. Так что, знаешь, они без этих документов критикуют прекрасно они справляются. Осторожно. Пока есть возможность. Ну да, я согласна. Они даже и те, кто критикуют, не то чтобы они делают это там по каждому законопроекту. Не так, как хотелось бы. Что еще почитаем? Давай про Александра Войцеха расскажем. Да, материал вышел на «Эхо Москвы». На критиковавшего адвокатскую палату Башкирии юриста Александра Войцеха завели уголовное дело. Дело в том, что ранее, вот буквально, наверное, неделю назад где-то, Войцех записал видеообращение. Мы его тоже публиковали на сайте «Эхо Москвы» в Уфе. В этом обращении он сказал, что ему поступают угрозы уже на протяжении нескольких месяцев, угрозы, значит, убийством, и как раз его обещали посадить в тюрьму. Он не пояснял, от кого ему поступают эти угрозы? Он говорил, что от совершенно разных людей, которые, ну, например, просто проходят мимо по улице, и ему вот такое говорят, либо пишут. Естественно, это происходит, ну, как-то анонимно, это не какие-то известные люди, это не там какой-нибудь условный Булат Юмадилов проходит мимо и так говорит, конечно же, нет. Дело в том, что Александр Войцех критикует очень давно адвокатскую палату Башкирии, входит в ту группу адвокатов, которые на протяжении долгого времени и в средствах массовой информации, и на своих личных страницах, и с помощью каких-то, значит, обращений к силовым ведомствам пытаются добиться заведение уголовного дела на экс-президента адвокатской палаты республики Булата Юмадилова и нескольких людей из его команды. По словам Войцеха, в том числе и, например, Виталия Буркина, адвоката, в адвокатской палате Башкирии очень много мошеннических действий эти люди, значит, ведут. И
Ну, там несколько раз пытались, да, возбудить уголовное дело на Булата Юмадилова. В настоящее время возбуждено дело в отношении неустановленных лиц по факту хищения. Ну, как бы считается, что один из подозреваемых — это Булат Юмадилов, но я не знаю. Официально у него нет статуса подозреваемого. На него было заведено уголовное дело по факту того, что он заключил, значит, сделку на аренду помещения, причем дважды лоббировал заключение этого договора. Помещение принадлежало его родственнице. Вот так. Его тёще, заводили да. уголовное дело, но уголовное дело было прекращено. Ну, в чем там конфликт? Нужно понимать, что имеется в виду, что аренда этого помещения была из денег, которые собирались с членов адвокатской палаты. Почему они так недовольны, адвокаты? Что из их денег, получается, оплачивалась аренда помещения, принадлежащая председателю, причем по завышенной ставке. Что касается конкретно уголовного дела в отношении Александра Войцеха, оно заведено по факту мошенничества при получении 2 кредитов. Дело в том, что около 5 лет назад Войцех получил 2 кредита, предоставил в залог транспортное средство, как он говорит, выплачивал несколько платежей, потом у него случились неприятности, развод, алименты, выселение. Это цитата из его высказывания. Да. Ну и вот спустя 5 лет завели уголовное дело. При этом, самое интересное, есть такой человек, Тимур Якупов его зовут, это пресс-секретарь адвокатской палаты Башкирии, и он 29 января разместил на своей личной странице Facebook пост о том, что Войцех имеет статус как раз подозреваемого по уголовному делу, по этой статье, но дело в том, что сам Войцех тогда еще об этом совершенно не знал. Он узнал, когда у него провели обыски 5 февраля утром. Ну, для непосвященных есть информационная война между адвокатским сообществом, критикующим адвокатскую палату, и самой адвокатской палатой, поэтому вот этот вот, да, пассаж пресс-секретаря, он здесь имеет значение как такой информационный выпад. Но подытоживая, Александр Войцех, в принципе, достаточно известный в Уфе адвокат, считает, что уголовное дело, которое на него было возбуждено, это заказное сфабрикованное уголовное дело, правильно я понимаю, из-за его деятельности против адвокатской палаты, из-за его критики Я адвокатской еще добавлю палаты. очень важный момент. Дело в том, что, по словам Александра Войцеха, решение о возбуждении уголовного дела в его отношении было принято тем же следователем управления регионального следкома, который отказывал в возбуждении уголовного дела по, значит, мошенничествам в адвокатской палате и в коллегии адвокатов Башкирии. Вот так вот, это интересный момент. И последнюю новость в обзоре прессы я упомяну. В Верховном суде Башкирии возобновляется дело о заборе напротив Парка Победы в Уфе. Это нашумевшая история, про которую писали и федеральные СМИ, и многие урбанисты, и мы тоже тут в эфире рассказывали. Я напомню, что там по требованию жительницы Черниковки поставили начали строить шумозащитный экран возле дороги, рядом с домом, где она живет. Женщина просила сократить количество полос еще на дороге. Ну, как бы на это не пошла администрация города, решила вот построить такой экран. И сейчас будет рассматриваться снова дело по этому экрану. После иска со стороны этой женщины о том, что данное сооружение неэффективно, мэрия решила установить забор высотой уже в 6 метров. Изначально появились столбы для последующей установки шумоподавляющих плит. Тогда и начались массовые обсуждения данного вопроса. Местные жители отреагировали на начало установки забора негативно. Напоминает Эхо МСК Уфа. Это вот сайт Эхо Москвы в Уфе, где вы можете прочитать эту новость. А мы закончим с обзором прессы и перейдем к другой теме. Тут уже я расскажу. Я ходила на судебный процесс, точнее, хожу на судебный процесс, который начался в Уфе не так давно, над жителем Уфы Анатолием Велиткевичем, которого Следственный комитет считает организатором ячейки движения свидетелей Иеговы, которое Верховным судом России было признано экстремистским. Анатолию Велиткевичу вменяют уголовную статью, по которой ему грозит реальный срок лишения свободы. И он сейчас находится под подпиской о невыезде. В принципе, все время следственных действий, которые, кстати, идут уже несколько лет, он под подпиской о невыезде. Простите, он был еще в СИЗО, потом под домашним арестом, и вот сейчас он под подпиской о невыезде. Надо отметить, что здесь, может быть, если уместно такое слово, Башкирии повезло, потому что Анатолий Велиткевич единственный, кто по такой статье в контексте дела свидетелей Иеговы преследуется, потому что в других регионах, даже в небольших, гораздо больше таких уголовных дел и гораздо больше фигурантов этого дела. Вот. Что, собственно, было на процессе в пятницу, на который я ходила, суд начал изучать материалы дела.
И среди этих материалов дела оказались данные о прослушке, которая была установлена дома у Анатолия Велиткевича и его супруги. То есть, представляешь, ты живешь, в какой-то момент тебе сообщают, что на тебя возбуждено уголовное дело, что ты являешься подозреваемым, и ты из материалов дела, с которыми тебе дают ознакомиться, узнаешь, что тебя, оказывается, прослушивали, и у тебя еще стояла скрытая видеозапись. То есть в доме, где ты жил, в квартире, которую ты снимал, стояли записывающие устройства. И что интересно, у Анатолия Велиткевича и его супруги, у них съемное арендуемое жилье, и, как выяснилось в суде, хозяин, владелец этого жилья, он дал разрешение правоохранительным органам на установку вот этой прослушки, которая у них стояла несколько месяцев. И, соответственно, естественно, он их не предупредил своих квартирантов, продолжал с них брать деньги за аренду. И нам показалось, что это очень такой потенциально конфликтный вопрос, и мы бы хотели запустить голосование и спросить у вас, что вы думаете по этому поводу. Да, Айдар? Мы хотели спросить у вас, что вы думаете по поводу, на самом деле, не смешной истории, да, вот я тут смеюсь, по поводу сотрудничества с правоохранительными органами и, соответственно, с государством по таким вопросам, как установить прослушку в доме людей, которым вы сдаете какое-то жилье. Вот если бы вы оказались в ситуации, когда к вам пришли правоохранительные органы и сказали: вы знаете, у вас тут квартиру снимают потенциальные экстремисты, давайте мы поставим прослушку у них, и таким образом, вы, если вы дадите разрешение, вы нам поможете раскрыть преступление. Вы бы согласились на сотрудничество с правоохранительными органами? Вы бы их пустили к себе домой, не к себе, а в квартиру, которую вы владеете, разрешили бы установить там прослушку? Если да, то 262 72 47, если нет, то 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Айдар, я тебя прошу запустить, пожалуйста, голосование. Да, я запустил уже. Давайте повторим вопрос. Оказали бы вы помощь правоохранительным органам в схожей ситуации? Если бы да, оказали, действительно, вы считаете, что эти люди могут оказаться преступниками, в таком случае нужно оказывать помощь правоохранительным органам. Ваш номер телефона 262 72 47. Если бы не оказали помощь и не хотели бы, чтобы государство лезло в вашу квартиру и в жизнь людей, которые являются вашими арендаторами, например, вообще против этого, не хотите как-то кооперироваться с правоохранителями, ваш номер телефона в таком случае 262 72 48. Голосуйте, звоните, пожалуйста. Отмечу, таких людей, это каких? Людей, которых правоохранительные органы подозревают в совершении незаконной деятельности, экстремистской деятельности. Мы сейчас не говорим вообще, о каких-то преступниках, потому что, мне кажется, тут надо в каждом конкретном случае тогда рассматривать отдельно. А вот если бы их подозревали в терроризме, пустили бы вы к себе установить прослушку или нет, тут уже, мне кажется, можно серьезнее задуматься, чем когда тебе говорят, что это люди, которые собираются на религиозные песнопения, тогда как их деятельность признана экстремистской. Вот здесь уже другое. При этом, Даша, нужно обязательно, мне кажется, отметить, что решение Европейского суда по правам человека есть, в котором, судьи признали незаконным преследование членов этой организации в России. Вот дело в том, что мы видим, что неоднозначная репутация у этой организации. С одной стороны, правоохранители нам говорят, что это экстремисты, что преследование обосновано, а с другой стороны, общественники, средства массовой информации, разные эксперты, и в том числе Европейский суд по правам человека, говорит, что на самом деле это не так. Я напомню номера для голосования. Мы спрашиваем у вас на примере истории, которая сейчас происходит в Уфе и произошла в Уфе, если бы к вам пришли правоохранительные органы и сказали, что люди, которым вы сдаете квартиру, подозреваются в экстремистской деятельности, конкретно они исповедуют религию свидетелей Иеговы, что признано в нашей стране экстремизмом, согласились бы вы сотрудничать с силовиками и установить в квартире прослушку и скрытую видеозапись? Если да, то 262 72 47, если нет, то 262 72 48. Пока голосуйте, еще время есть. Радиослушатель нам пишет, к сожалению, не подписался. У меня бывшая жена, член свидетелей, я с
ней не живу, в разводе, а сын давал ей деньги якобы на окна, а потом увидел, что она через интернет пересылает деньги в эту контору. Там, значит, у них, он пишет, есть какой-то счет, и там говорят, шлите сколько кто может, сын боится, она и квартиру так может им сдать. Вот так пишет. И, конечно, не могу подвергать сомнению то, о чем пишет наш радиослушатель, потому что я его не знаю, да, и не знаю, насколько достоверна эта история. Конечно, я тоже слышала очень много таких историй про то, как религиозные организации, в частности, свидетели Иеговы, там, порабощают людей, заставляют их сдавать деньги. Но мы сейчас говорим не об этом. И, к сожалению, у правоохранительных органов в России нет доказательств в суде вот таких фактов, о которых пишет наш радиослушатель. Я тоже думала, знаешь, когда начала ходить на этот процесс, что будут рассказывать про какие-то признаки секты, да, из-за чего эту организацию признали экстремистской. Но то, о чем говорят в суде, это то, что у этой организации продолжала свою деятельность в Уфе конкретно, несмотря на то, что была признана экстремистской Верховным судом, а признана экстремистской Верховным судом она была из-за литературы религиозной, ранее признанной экстремистской. А знаешь, на каком основании была признана литература экстремистской? Что там утверждалось, что свидетели Иеговы — это истинная вера, а все остальные веры, они не истинные. Вот, все. К сожалению, там нет вот таких фактов, о которых говорит наш радиослушатель. Я напомню, в конце 2018 года Владимир Путин назвал полной чушью причисление, значит, свидетелей к экстремистским организациям и призвал внимательно с этим разобраться. По поводу решения СПЧ, об этом адвокат Анатолий Велиткевич заявлял ходатайство в суде и говорил, что дело нужно прекратить, потому что вот есть такое решение СПЧ, признавшее незаконным преследование свидетелей Иеговы в России, на что суд и прокуратура, гособвинение, точнее, ответили, что в России есть приоритет в правовом поле у Конституции, а в Конституции прямой запрет на создание на территории нашей страны организаций, создающих религиозную рознь. И поэтому решение ЕСПЧ здесь не в приоритете. Ну что, давай подведем, наверное, итоги голосования. 31% радиослушателей считают, что да, они все-таки, скорее всего, помогли бы правоохранительным органам и поставили бы прослушку в, значит, своей квартире, которую они сдают арендаторам, и 69% этого мы не сделали. Такие результаты. Мы уходим на новости, после чего поговорим про согласование митингов в Уфе. Половина седьмого в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Власти Чечни предъявили обвинение двум вывезенным из Нижнего Новгорода жителям республики. По словам представителя властей, они признали вину по делу о незаконном вооруженном формировании. Как рассказали в организации «Российская ЛГБТ-сеть», задержанные обвиняются в том, что они якобы передавали продукты предполагаемому боевику. Между тем, как рассказал один из адвокатов, к вывезенным из Нижнего Новгорода до сих пор не допустили защитников и не предоставили документов о задержании. Российская ЛГБТ-сеть минувшим летом помогла двум жителям Чечни уехать из республики из-за преследований. В начале февраля обоих задержали в Нижнем Новгороде и вывезли обратно. Несколько человек пожаловались на то, что не смогли вовремя освободиться из спецприемника после окончания срока ареста за акции протеста. Один из них рассказал правозащитному проекту ВД-Инфо, что из Центра для иностранных граждан в Сахарово должны были еще днем отпустить 7 арестованных, однако сотрудники Центра отказались выдавать необходимые справки. Член Московской общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сказала «Эхо», что всему виной может быть путаница с оформлением документов. В Сахарово, по данным правозащитников, отбывает административный арест в связи с прошедшими акциями в поддержку Алексея Навального более 800 человек. Протестующие ранее жаловались на духоту, нехватку места, воды и другие условия содержания в центре.
Следователи, по данным газеты «Коммерсант», до сих пор проверяют обстоятельства гибели певицы Валентины Легкоступовой. Она скончалась минувшим летом после того, как была госпитализирована с травмой головы. Эксперты тогда не нашли признаков насильственной смерти, а следователи 5 раз отказывали в возбуждении уголовного дела. Они полагают, что певица получила травму, когда упала в состоянии алкогольного опьянения. Однако теперь СК, как пишет издание, хочет проверить действия врачей, которые оказывали помощь Легкоступовой. Власти Гаити объявили, что пересекли попытку переворота. Заговорщики собирались убить президента страны Жовенеля Моиза, рассказали в Министерстве юстиции. Задержаны более 20 человек, в том числе высокопоставленные чиновники. В Гаити уже несколько месяцев не стихают акции протеста. Их участники требуют отставки Моиза. Они считают, что срок его полномочий истек. В свою очередь, Моиз намерен оставаться в президентском кресле до начала следующего года. Новый случай лихорадки Эбола зафиксирован в Конго. Женщина скончалась от этого заболевания на востоке страны спустя 3 месяца после того, как власти республики объявили о ликвидации вспышки. Это произошло в районе, который ранее оказывался охваченным эпидемией. Тогда 130 человек были инфицированы, 55 скончались. Болезнь распространялась в общинах, разбросанных по густым тропическим лесам и в густонаселенных городских районах. Крупнейший кризис, связанный с лихорадкой Эбола, был зафиксирован несколько лет назад. Тогда погибли более 11 тысяч человек по всему региону. В Москве сейчас 18 градусов ниже нуля, давление 750 миллиметров ртутного столба. Днем в столице ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, минус 12-14. Яков Широков, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1... Реклама. В любой сложной ситуации сохраняйте спокойствие, дышите ровнее. А если нужны лекарства, ищите их на сайте и в приложении farmland.ru. farmland.ru. Удобный поиск лекарств. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Категория 18+. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. 8 часов 34 минуты в Башкирии. В эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Новости в студии Айдар Ахмадиев. Здравствуйте. Ради Хабиров предложил властям Уфы присвоить одной из новых улиц имя Сергея Довлатова. Глава Башкирии Ради Хабиров отдал распоряжение Башминкульту совместно с Уфимской мэрией провести в этом году ряд культурных мероприятий в честь 80-летия писателя Сергея Довлатова. Соответствующий документ опубликован порталом правовой информации. Запланирован календарь выставок, конкурсов и показов документалистики в кинотеатре «Родина». Будет организован перевод повести «Ремесло» на башкирский язык. Ранее власти Уфы всячески отказывались увековечить имя Довлатова на карте города. Так, в сентябре 2014 года на заседании Общественного совета по сохранению культурного наследия тогдашний мэр Уфы Ирик Ялалов не согласился с необходимостью присвоения имени писателя Сергея Довлатова одной из улиц Уфы, заметив, что еще много знаменитых уфимцев, прославивших город, стоят в очереди, чтобы потомки вспомнили их имена. Новость о том, что в Нью-Йорке именем Довлатова назвали улицу, не воодушевила градоначальника. Он считал, что в желании копировать происходящее в Америке есть что-то плебейское. Адвокат Рафик Дусалиев введен в состав Башкирского совета по правам человека. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации Башкирии. Как уточняется, руководитель регионального отделения партии «Парнас» Рафик Дусалиев введен взамен скончавшегося в конце прошлого года другого адвоката Алексея Зеликмана. Комментируя ранее Башинформу свое кандидатство в члены СПЧ, Дусалиев лестно отзывался о руководителе региона и отметил его умение держать удар от критических замечаний СМИ. Далее цитата. «Я предложение принял, и это совсем не значит, что я не буду задавать вопросов властям. Я остаюсь на позиции юриста, закона и защиты прав человека и нашей республики». Конец цитаты. Место издателя Рауфы Рахимовой остается вакантным. Напомним, ее в конце декабря Ради Хабиров вывел из состава СПЧ из-за якобы неоднократного нарушения этики.
Провести перерасчет за отопление будет возможно при условии передачи персональных данных коллекторской компании. Компания Баш-РТС сообщила о готовности проведения перерасчета. Перерасчет носит заявительный характер, пояснили в Баш-РТС. Чтобы подать заявление, нужно согласиться на обработку персональных данных. В список персональных данных входит номер паспорта, адрес прописки, жительство, ИНН, номер телефона, адрес аккаунтов социальных сетей и так далее. Доступ к этим сведениям получает агентство «Региональная организация по сбору долгов». Также оператор получает право распространять эти данные по своему усмотрению. В настоящее время продолжается проверка корректности начисленных сумм, переданных управляющими компаниями данных и других факторов, которые могли повлиять на величину начислений. Окончательное решение будет принято после ее завершения. В компании ожидают заключения надзорных органов. Также сообщается, что не исключено, что сумма перерасчета будет вновь включена в квитанции последующих месяцев, если по итогам проверки подтвердится корректность выставленных начислений за декабрь прошлого года и данных, полученных от управляющих компаний, сообщили в пресс-службе Баш-РТС. В Уфе минус 19, такая температура сохранится и днем, облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Айдар Ахмадиев, служба информации, Эхо Москвы в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем утренний эфир на Эхе Москвы в Уфе. В студии Дарья Кучеренко, Айдар Ахмадиев, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Я напоминаю, что у нас, кстати, есть трансляция на Ютубе. Можно там нас смотреть и можно в чатик писать. Это, кстати, приоритетный способ общения с нами. Активно пишите, там уже есть какая-то беседа. Также вы можете еще, если у вас нет возможности с помощью Ютуба смотреть на нас, можете присылать смс-сообщения и сообщения в Телеграме и в WhatsApp по номеру телефона. +7 сейчас, секунду. Можно я пошучу? Нет, телефон важнее. +7 927 304 1051. А теперь можно? Шутка, пожалуйста. Когда ты с девушками знакомишься, ты тоже говоришь приоритетный способ общения со мной. Это трансляция на YouTube. У нас не смешная тема сейчас. Давайте про митинги поговорим. Тут есть несколько информационных поводов, и один из них очень грустный на самом деле. Дело в том, что в Уфе 54-летняя участница протеста в поддержку Навального, насколько я понимаю, акция 31 января, которая прошла не 1, 23, а 31, заявила, что силовики сломали ей руку в автозаке и подала заявление в полицию. Эхо поговорила с Индирой Абызбаевой о том, что произошло на этой акции. Мы предлагаем вам послушать фрагмент из разговора с ней, и я думаю, все станет понятно из ее рассказа. Задержал меня ОМОНовец, я просто смотрю, что он какого-то маленького щуплого парня куда-то везет. Я говорю, куда вы ведете его? Он ничего не сделал. Я за ним, говорю, наблюдаю, у него нет в руках плакатов. Тут второй, ага, ты, значит, за него заступаешься, давай и ты тоже. Повели в автозак этот, который служил автобусом Башавтотранса в сквере Матросова. Вот когда они кольцом вставали же и выдергивали вот из кольца, выдергивали вот этих вот ребят. Конечно, в автобусе они очень жестко себя вели, вот эти сотрудники ОП-6. И я там присела на стульчик рядом, на сиденье, вернее, рядом с мужчиной, которым потом оказался знаменитый в республике адвокат Макаренко. И вот он потом решил своим близким сказать, что вот нас задержали, а он был не один, а с дочерью. Потому что вот нас задержали и сейчас куда-то везут. Тут на него наскочил сотрудник полиции, сержант, скорее всего, который рядом стоял, и начал у него отбирать телефон. Я, разумеется, не могла вот этого допустить. Я ему говорю, что вы делаете? Он вас не фотографирует, он имеет право на один звонок. Вы не имеете права. Они говорят, убирайте телефон. Я говорю, это, во-первых, не автозак, а автобус. Ну, в общем, такая перепалка была. В это время вот я пыталась помешать ему, вырвать у него телефон. По-моему, это был и тот же самый сержант, который это делал. Он мою руку оттолкнул, схватил, и я почувствовала какую-то боль. Ну, такая не кричащая боль. Ладно, потом приехали в ОП-6. Оказалось, что у меня рука опухла. Я показывала всем этим офицерам. Вот, смотрите, что вы сделали. Некоторые мне в ответ говорили, а на улице гололед, вы сами упали.
Потом вечером, после того, как составили протокол, отпустили, я поехала в травмопункт. Почему-то наложили гипс, но написали вывих. Сегодня я поехала в травмопункт по месту жительства, и опять сделали рентген, и уже сказали, нет, у вас там все-таки перелом небольшой. И не убрали гипс, сказали, ходите до конца февраля, потому что это очень серьезно. Когда буду снимать гипс, тогда дадут мне заключение медицинское, снимки, и тогда уже можно будет действовать вместе с ребятами из комитета против пыток. И сама тоже буду помогать им, как смогу. Но сегодня я уже съездила на Шафиева, подала 2 заявления на имя начальника УМВД по городу Уфе. Это была Индира Абызбаева, одна из довольно известных, кстати, и давнишних активисток Уфимского штаба Навального. Индира участвовала в несогласованной акции протеста 31 января, и вот там это с ней случилось. Кстати, что тут важно отметить, дело в том, что в салоне автобуса, куда Индиру Абызбаеву поместили, и еще много задержанных участников акции протеста, Индира помогла там, значит, адвокату Сергею Макаренко. Она вступилась за него, когда у того пытались отобрать телефон за то, что он якобы пытался вести съемку. На самом деле, по словам Индиры, он просто хотел связаться с родными и сообщить, что с ним происходит. Но самое интересное, это что Сергей Макаренко — это довольно известный в Башкирии адвокат, и не просто адвокат, это супруг. Это тот самый, да, я сейчас думаю? Это тот самый Сергей Макаренко. Ты говоришь или нет? Супруг Илоны Макаренко, которая... бывший супруг все-таки. Насколько я знаю. Хорошо. Бывший супруг или настоящий, во всяком случае, был или есть им. Илон Макаренко — это председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. И, кстати, многие в сети гадали, изменится ли у нее теперь отношение к действующей в регионе власти после того, как ее мужа, фактически там, значит, плохо с ним поступили, грубо. Да, сразу станут честные выборы у нас в республике. Я по поводу задержания еще отмечу, что портал про Уфу со ссылкой на комитет против пыток пишет, что в комитет обратилась не только Индира Абызбаева, а еще несколько человек обращались за юридической помощью в связи с тем, что им нанесли травмы силовики во время задержания на этой акции. Пока личность какую-то установить удалось только в случае с Индирой Абызбаевой. Вот я добавлю, Сергей Макаренко прокомментировал эту ситуацию про Уфу, и вот что он сказал. «Я их прощаю, тогда все были на нервах, но я все равно считаю, что лучше не добить, чем перебить. Самое главное — сохранять трезвую голову». Самое главное — сохранять не трезвую голову, а в целостности эту голову. Потому что там ее могут этой целостности лишить. По итогам митингов в Кировский районный суд Уфы поступило 25 административных дел. Об этом в конце прошлой недели сообщила объединенная пресс-служба судов, так она сейчас правильно называется. Значит, это данные по итогам протестных акций, прошедших 23 и 31 января. Дела были возбуждены по статье 20.2. Там в статье есть разные части, они предполагают либо наказание либо за организацию, либо за участие, либо за повторное нарушение. И еще были возбуждены также административные производства по статье 19.3. Это неповиновение законному требованию сотрудников полиции. По 10 материалам суд назначил административные аресты на сроки от 3 до 10 суток. 8 человек получили штрафы от 1 до 30 тысяч рублей. Одно дело было прекращено в связи с отсутствием состава нарушения, и 2 дела суд вернул в полицию. Еще 4 только назначены к рассмотрению, но это данные пресс-службы. Я вчера связалась с Денисом Королевым, это волонтер штаба Навального в Уфе, так как руководителей штаба сейчас в спецприемнике, с ними связи нет. Денис человек, который собирает какую-то статистику, и он сказал, что по его данным в Кировском районном суде сейчас 80 дел по статье 20.2, это как раз участие организации митингов, и 2 дела в Советском районном суде. Соответственно, здесь другие данные, я не очень понимаю, кому верить, может быть... Не знаю, может быть, Денис, конечно, смотрел просто на сайте, может быть, там какие-то старые дела тоже залезли. Во всяком случае, стоит отметить, что задержанных во время второй акции 31 января было намного больше, чем во время первой, хотя участников было меньше. Наверное, мы сейчас уже будем звонить вице-мэру Рустему Газизову, это заместитель главы администрации Уфы по кадрам, спорту, гражданскому обществу и молодежи. Мы ему звоним как раз в связи с митингами, потому что согласование акций в Уфе — это
это к нему? Да, давайте уточним, почему мы именно сейчас заинтересовались. Дело в том, что есть такое общественно-политическое движение «Республика», и есть такое движение «За новый социализм». Они никак не связаны между собой, только их связывает история. Они подали, обе организации, уведомление о проведении митинга в Уфе 13 и 14 февраля, соответственно. Но им отказали. Отказали по определенным причинам, потому что они нарушили правила подачи уведомлений, якобы, как нам говорят в мэрии. Рустем Фаритович с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро. Рустем Фаритович, доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот какая-то непонятная история произошла с якобы согласованием митингов в Уфе. Я, насколько понимаю, в телеграм-каналах появилась фотография уведомления, согласованного якобы с вами, и там была ваша подпись, и впоследствии администрация опровергла информацию о том, что митинг был согласован, и вы, насколько я понимаю, намерены разобраться с привлечением правоохранительных органов, кто вообще вашу подпись подделал. Правильно я понимаю эту историю? Да, доброе утро еще раз, коллеги. Ситуация следующая. Действительно, 4 числа, 5 даже, по-моему, числа, разыгралась такая вот интересная история, что в различных телеграм-каналах начали появляться непонятные пока письма. Я сразу могу сказать, что на этих письмах, по крайней мере, на том письме, которое я видел, в телеграм-канале, и подпись была абсолютно не моя, и сам бланк, официальный бланк администрации, который сегодня у нас есть, на том письме был абсолютно какой-то непонятный бланк, и это письмо не имеет ничего общего с официальным ответом администрации, который также заявителю 5 числа был дан. Значит, по поводу самого обращения Рафикова, которое очень много обсуждалось 5 числа, могу сказать, что уведомление поступило 4 числа. Первоначально оно было подано в электронном виде, что недопустимо согласно действующего закона. В последующем, до конца дня, Рафиков лично действительно подал это уведомление, значит, где целью было определено, это публичная демонстрация символики общественно-политического движения «Республика». Значит, так как мероприятие должно было, указано в этом уведомлении, планировалось к проведению 14 числа, соответственно, уведомление должно было подано быть не позднее за 10 дней до проведения данного мероприятия. День подачи и день проведения не считаются. То есть в законе есть четкие определения. Так как срок был нарушен, и уведомление было подано за 10 дней до проведения, соответственно, 5 числа мы официально ответили заявителю о том, что в его уведомлении есть нарушение, и данное мероприятие не может быть проведено. Вот все, что касается непосредственно мероприятия, на которое было подано уведомление, которое было подано на 14 число. Смотрите, дело в том, что я разговаривал с представителем движения «За новый социализм», и они говорили, что в конце прошлого года, конкретно в декабре и в ноябре, в том числе тоже после того самого массового концерта, который был приурочен ко Дню Республики, где выступал Шевчук в Уфе, они подавали несколько уведомлений о проведении митингов, акций протеста и так далее, но им каждый раз отказывали. Вот все-таки там тоже вы не знаете эту историю, с чем это было связано и почему так много отказов и ни одного совершенно согласования не было за этот период? Нет, если вот в целом говорить по прошлому году, всего за прошлый год в органы власти подано было 727 уведомлений о проведении различных публичных мероприятий, в том числе 684 уведомления было подано в администрацию, и 43 уведомления было подано в правительство республики. Значит, основной, наиболее распространенной формой по прошлому году было проведение мероприятий в форме пикетирования. Там несколько другие сроки и время подачи уведомлений. Значит, в целом 391 публичное мероприятие в прошлом году состоялось. То есть это и одиночные пикеты, и собрания, и митинги. Как правило, и на каком основании строится уведомление о том, что мероприятие не может быть согласовано. Это, на первом месте действительно это нарушение срока подачи. Значит, также нарушается, как правило, порядок подачи. То есть, либо в электронном виде присылают уведомления, либо уведомления присылают в орган. Вот смотрите, у нас есть четкая градация в законе, что мероприятие с численностью до 500 человек, уведомление должно быть подано в администрацию города. Больше это в правительство, да. Угу. Да, в правительство.
Скажите, пожалуйста, а вот если бы движение «Республика» подало уведомление не 4 февраля, а 3 или 2 февраля, вы бы им согласовали это мероприятие? Конечно, конечно. Все в рамках действующего законодательства. Вот я еще раз, я всегда всем об этом говорю, мы не можем согласовывать либо не согласовывать мероприятия. И мы, и правительство республики в рамках действующего законодательства только уведомляет заявителя о том, что имеет ли он возможность или не имеет проведения данного мероприятия. Ну не секрет, что в Уфе в последние годы ничего не согласовывалось, что каким бы то ни было образом касалось политики. Всегда, если не нарушение сроков подачи, то, не знаю, там на этом месте проводит детский сад какой-нибудь свой утренник или еще что-нибудь. Либо площадка занята, либо антиковидные меры не позволяют. Вы можете это как-то прокомментировать, вот эти вот обвинения в сторону властей, что власти намеренно всегда ищут какую-то причину не согласовать акцию, если она связана с выкрикиванием лозунгов против властей? Знаете, очень часто бывает подача уведомлений не для того, чтобы провести публичное мероприятие, а для того, чтобы действительно сказать, что вот мы снова подали уведомление, а нам отказали. Мы аналогичную ситуацию проходили, если не ошибаюсь, в 2016 году, когда было очень много обращений в суды по поводу так называемых отказов в проведении, да, и в судебной плоскости, действительно разобравшись, суд всегда говорил, что да, действительно, есть и нарушения в подаче, есть и нарушения сроков. Если в целом говорить о том, что у нас не проходит публичные мероприятия с какой-то повесткой, которая, может быть, не совсем устраивает органы власти, это не так. Как нужно подать уведомление так, чтобы его администрация города согласовала? Вот давайте, например, штаб Навального в Уфе хочет подать уведомление на проведение мероприятия до 2000 человек, то есть не в правительство, а к вам. Каким образом они должны подать... До 500, да. Каким образом они должны подать уведомление, чтобы вы его согласовали? Какие требования должны быть соблюдены? Требование только одно — соблюдение 54-го федерального закона. Соответственно, уведомление имеет определенную форму, есть четкие сроки проведения публичного мероприятия и дата подачи уведомления о проведении публичного мероприятия, где четко должно быть определено в уведомлении цель мероприятия, форма мероприятия и срок его проведения. И тогда никаких, как вы говорите, проблем, с проведением или с уведомлением о проведении данного мероприятия не будет. Рустам Фаритович, вот дело в том, что уже давно и правозащитники Совета по правам человека республиканского добиваются внесения изменений в региональные, в том числе, законы, которые касаются создания единого центра. То есть вот у нас, опять же, подразделяется в зависимости от количества участников, это мэрия и правительство Башкирии. Дело в том, что тут знаете, есть почва для, так скажем, махинаций. Когда человек подает уведомление о проведении мероприятия, например, в правительство, в мэрии уже якобы кто-то подал на это место уведомление, и в правительстве, естественно, отказывают. Вот как вы считаете, нужен ли какой-то единый центр, а не так делить? Этот вопрос, кстати, обсуждался на площадке Госсобрания, если не ошибаюсь, в прошлом году, как и ряд вопросов о проведении публичных мероприятий. Тогда единого мнения не достигли, о том, что надо либо не надо. В принципе, на сегодняшний день действующая структура не мешает никому проводить мероприятия, подавать уведомления. Если будет принято решение о каком-то едином окне или едином операторе, согласование уведомлений, не согласование, мы будем абсолютно полностью готовы. Может быть, закон не запрещает, но мы видим практику. Вы, честно можете нам сказать, что это совпадение, что когда кто-то из оппозиционных движений подает уведомление на митинг, тут же выясняется, что какая-то там организация хочет провести другое мероприятие, патриотическое, детское, еще угодно. Это совпадение каждый раз на протяжении последних нескольких лет? Давайте так, я ни в коем случае сейчас никого не хочу обидеть, из коллег из других муниципалитетов, но Уфа — это столица. И в Уфе проходит максимальное количество публичных мероприятий, порой даже совсем не связанных территориально с нашим городом. Выражение мнений жителей того или иного района только от того, что все органы власти, естественно, сконцентрированы в столице. И когда вы говорите, что кто-то пришел с уведомлением в правительство, а в город уже заявился, так очень часто бывает действительно, потому что желающих выразить публично свое мнение, высказать свою гражданскую позицию очень много. Сказать о том, что это специально сделано, я не могу.
Рустам Фаритович, вот у нас есть такое понятие, как гайд-парки. Дело в том, что там можно собираться до 100 человек и проводить без уведомления. Действует ли это правило сейчас? Конечно, учитывая ковид, ты имеешь в виду, учитывая ковид? Учитывая ковид и все остальные ограничения, да. То есть сейчас, фактически сегодня, вот могут эти 100 человек выйти, например, к Дворцу спорта или там в ДЕМе или в Химике и провести акцию протеста. Это так? Смотрите, говоря об ограничениях, связанных с сегодняшней эпидемиологической ситуацией. Действительно, согласно указу главы республики о введении режима повышенной готовности на территории республики в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, да, действительно, организаторам публичных мероприятий рекомендовано воздержаться от проведения их. То есть они могут фактически это сделать? Это не отменяет, естественно, действие закона 54-го о проведении мероприятий в гайд-парках. Смотрите, дело в том, что правозащитники также предлагали увеличить количество участников митингов без уведомления на территории гайд-парков до 1000 человек. При этом подобную инициативу поддержал, например, бывший мэр Уфы Ирик Ялалов, также Общественная палата в лице Ростислава Мурзагулова. То есть они не выступают против, так скажем. А как вы считаете, это возможно и нужно ли это? Для выражения мнения, я думаю, что, может быть, это будет удобно заявителям. С другой стороны, как представитель администрации, я могу сказать, что это действительно может создать очень много проблем по проведению этих мероприятий на самих площадках. Вот вы знаете, там дворец спорта, да, там массово ярмарки периодически проводятся и так далее. То есть, если на этих площадках без уведомлений будет по 1000 человек собираться ежедневно, ну, поверьте мне, у жителей много вопросов. Но это же гайд-парк. Скажите, пожалуйста, вот в Уфе прошли несколько крупных протестных акций на несколько тысяч человек, на которых, как мы видели, были задержания, некоторые люди пострадали. Как в администрации города оценивают произошедшее? Понятно, что, вообще это вотчина правительства, да, туда должно было быть подаваться уведомления, но это происходило в Уфе. Вот как вы расцениваете то, что произошло? Расцениваю что? Что прошло несогласованное мероприятие или что прошли задержания? И то, и другое. Ну, я считаю, что каждый обязан соблюдать закон Российской Федерации. Если мероприятие является несогласованным, то, наверное, нет необходимости его посещать как минимум. Как вы расцениваете действия силовиков? Да, действия силовиков. Понятно, что вы юридически не можете на них влиять, они независимы от вас, но, может быть, администрация города могла бы как-то попросить, или например, ваше личное мнение, полиции? Например? Давайте я лучше свое личное мнение, например, выражу. Почему? Потому что действительно я не могу оценивать деятельность силовых органов, но могу сказать, что полиция просто так задерживать на ровном месте, наверное, вряд ли будет. И если есть какие-то провокации в сторону органов правоохранительной направленности, ну, они действительно адекватно на это реагируют, и все. Спасибо, спасибо. Вот именно так. Ваша позиция понятна, спасибо. Это был Рустем Газизов, заместитель главы администрации Уфы по кадрам, спорту, гражданского общества и молодежи. Мы будем на этом завершать наш эфир и прощаться. В студии был Айдар Ахмадиев и Дарья Кучеренко, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Мы вам желаем хорошего дня и до встречи. Пока. До свидания. Мягкой посадки вашим батареям.